делает человека бессмертным в памяти других людей? Стремление изменить мир, сделать его лучше и красивее, не безразличие к судьбе своего народа и его будущего. Елбыш-Деко Бретаев стал бессмертным в памяти остинского народа, навсегда изменив его жизнь. Сегодня мы находимся на улице, названной именем этого выдающегося человека. А ты знаешь, кто такой Елбыш-Деко Бретаев? Бретаев Елбыш-Деко – первый и крупнейший драматический писатель осетинской литературы. Родился в Куртатинском ущелье в семье горца-бедняка. Бунтарь по духу в годы Первой русской революции был выслан за пределы Терской области. В 1917 году закончил юридический факультет Санкт-Петербургского императорского университета. Живя в северной столице, в разные годы редактировал местный журнал «Луч света» и Владикавказскую газету «Горская жизнь». Вернувшись на родину, Бретаев в течение 2 лет работает учителем в родном селении. Творческая личность Бретаева невероятно многогранна. Драматург, прозаик, публицист, общественный деятель. Он писал немного, но все им написанное остается непревзойденным в осетинской литературе. Перу Бретаева принадлежит ставшее классическим произведение «Амран» – драма, в которой выражена идея освобождения человеческой личности. Трагедия «Две сестры», в которой автор выступает против традиционной осетинской морали, абсолютно сковывающей права женщин. Каждое произведение Бретаева пропитано духом свободолюбия, борьбы и веры в светлое будущее. Бретаев жил этими идеями и с мастерством передавал их своим читателям. Сегодня, оценивая значение Бретаева для художественного развития нашего народа, лучшие умы Осетии считают его одной из самых значительных личностей. Поэт Хашби Калоев сказал: «Если я смотрю на сцене Фауста, Отелло, Горе от ума и другие шедевры мировой литературы, то вспоминаю Амрана, «Две сестры», вспоминаю автора этих вещей и горжусь им». Елбыш-Деко Бретаева помнит как человека, навсегда изменившего ход осетинской художественной культуры. Память о нем чтят по сей день. Так давайте не забудем его и мы.